Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия столкновения 3 машин на улице Вишневского. Нет, зачем снимать? Кто вас там разрешил-то снимать? И кто сидел за рулем «Газели», которая врезалась сзади в такси. Расскажем о наезде поезда на человека у станции Свияжск, приговоре поджигателю опорного пункта полиции в Дербышках и убийстве человека из-за шашлыка. А также, как 2 машины ехали друг другу наперерез на зеленый. На большой скорости летел. То ли на зеленый, то ли на красный, непонятно. И кому понадобилась скорая помощь после аварии на Мамадышском тракте. Это и не только. Прямо сейчас. Водитель «Газели», предполагаемый виновник столкновения 3 автомобилей на улице Вишневского минувшим вечером, буквально за несколько минут изменился до неузнаваемости. Сперва остальные участники аварии единогласно называли водителем грузовика одного, предположительно нетрезвого человека, но после того, как с ними поочередно побеседовал его знакомый, свое мнение относительно того, кто был за рулем «Газели», поменяли. При этом без камеры рассказали Айгуль Бадрудзиновой, почему это сделали. Несся он на большой скорости на «Газели», поэтому таксист он тоже среагировал. Он тоже тормознул вовремя. Женщина рассказывает, что перед ней резко затормозила машина. Она сделала то же самое. Видела, что ехавший сзади Hyundai Solaris тоже притормозил. И тут удар. Ехавшая позади «Газель» врезалась в такси. От удара Hyundai отбросила вперед на Nissan. Вину признал? Задний-то? Да. Да, признаю. Там 2 человека было. Он в белой куртке. Он где-то здесь, он ходит тут вокруг. В Светлом был только один молодой человек, что водитель «Газели», именно он, говорила и автоледи, и таксист, и сидевший за рулем Hyundai. Он и рассказал, почему молодой человек избегал контакта с остальными. Пьяный, да. От молодого человека действительно пахло спиртным, только он утверждал, что за рулем сидел не он. Не я за рулем был. Сейчас человек подойдет, он в туалет пошел, ладно? Скорость большая была? Не могу точно сказать. Вскоре подъехали знакомые молодого человека, которого остальные участники аварии называли водителем «Газели». Нет, зачем снимать? Кто вас там разрешил-то снимать? ДТП был. Чего вам там сидеть, чтобы снимать? После того, как они поговорили с каждым из водителей по очереди, участники аварии перестали узнавать в этом молодом человеке водителя грузовика. А как вы поняли, что он пьяный? Ничего, нормально, все нормально. А автоледи объяснила резкую перемену своего мнения, правда без камеры. У нас будут проблемы. Когда приехали автоинспекторы, оба в один голос заявили, что за рулем «Газели» сидел молодой человек в белой толстовке. Толстовка та же, но вот мужчина в ней был уже другой, ростом заметно ниже, и спиртным от него уже не пахло. Айгуль Бадрудзинова, Константин Бушуев, «Вызов 112». Грузовой поезд сбил насмерть мужчину около станции Свияжск в Зеленодольском районе республики. Трагедия произошла на пешеходном переходе. Как отмечают следователи, машинист поезда применил экстренное торможение и подавал громкий сигнал, но избежать наезда не удалось. Мужчина от полученных травм скончался на месте, его личность устанавливается. 60-летний водитель КАМАЗа погиб сегодня утром, вылетев с дороги в Альметьевском районе. Как установили автоинспекторы, при выезде на перекресток с круговым движением с дороги Альметьевск-Чупаево на трассу Казань-Оренбург мужчина не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину. В результате съехал в кювет, после чего грузовик опрокинулся. Водитель в результате аварии скончался на месте от полученных травм. «Шевроле Нива» и «Киа Рио» столкнулись на пересечении улиц Габишева и Кулгали. Как рассказал водитель Нивы, он ехал по Габишева, когда справа ему наперерез выехала легковушка. Столкновения он избежать не смог, удар пришелся в бок «Киа». Но автомобиль остался на ходу, и водитель уехал в центр оформления ДТП. Сам же он остался на месте ждать эвакуатор. Причины аварии видят в режиме работы светофоров. Мужчина утверждает, что они оба ехали на зеленый сигнал светофора. У обоих зеленый. Вот, а оттуда красный загорается раньше, вот непонятно, он на большой скорости летел. То ли на зеленый, то ли на красный, непонятно. 4 машины по принципу домино столкнулись этим утром на Мамадышском тракте. По первоначальным данным, аварию устроил водитель Hyundai. Автомобилист не заметил стоящую у светофора машины и влетел в них на полном ходу. Кому понадобилась помощь медиков, выяснила Вероника Гайнудинова. К месту происшествия оперативно подъехала карета скорой помощи. Медики осмотрели водителя «Опеля», однако госпитализировать никого не стали.
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Hyundai. Он въехал в Opel, который откинуло в Nissan. Уже последнюю машину по инерции отбросило на Suzuki. Поврежденные автомобили до аварии стояли перед светофором в ожидании разрешающего сигнала. Ну, он явно отвлекся. То есть он как-то объяснил, почему? Нет, не объяснил. Но вину признал. Вину признал, очевидно. Там дыма полно было из машины, я думаю, коленку. Причиненный материальный ущерб еще только предстоит подсчитать. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Недожаренный шашлык стал причиной убийства 25-летнего мужчины в селе Большой Арташ Сабинского района республики. Подозрения пали на 31-летнего соседа убитого молодого человека. Как выяснили следователи, оба мужчины выпивали и кололи дрова, пока мясо размораживалось. Один из них ненадолго отлучился, а когда вернулся, увидел, что шашлык до сих пор не готов. Это и стало началом конфликта. Хозяин дома, не стерпев упреков со стороны гостя, ударил его ножом в грудь, после чего ушел спать. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. Спустя некоторое время родители потерпевшего, обеспокоенные его долгим отсутствием, попросили родственника сходить к подозреваемому, где он и обнаружил тело мужчины. Причастность к совершению преступления подозреваемый признал в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В убийстве своего знакомого подозревается и ранее судимый 33-летний казанец. По данным следствия, мужчина выпивал у подруги. К ней пришли гости. Тогда, схватив нож, он вышел на лестничную площадку и зарезал 37-летнего гостя, который от полученных травм скончался на месте. После убийства нападавший вернулся в квартиру. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье убийства. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Советский районный суд Казани отправил за решетку поджигателя отдела полиции. Напомним, в марте этого года 33-летний Андрей Усачев сжег опорный пункт в поселке Дербышки. Сам он объяснял, что таким образом выразил протест на действия участковых, которые, по его мнению, не спешили давать ему бытовую характеристику. Какой приговор вынес суд, расскажет Айрат Назипов. Андрей Усачев оказался на скамье подсудимых еще в марте этого года, когда его заподозрили в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. По материалам дела 24 числа 33-летний мужчина облил горючей жидкости тамбур и, вызвав пожар, скрылся с места происшествия. В ходе инцидента никто не пострадал, а сам пироман был задержан в тот же день. Он жил буквально в соседнем доме от сожженного опорного пункта. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Андрей Усачев уже был судим 8 лет назад за грабеж и разбой. В 2019-м он вышел на свободу, но находился под административным надзором. Как объяснял мужчина еще до своего ареста, он неоднократно пытался получить от участковых бытовую характеристику для уголовно-исполнительной инспекции, но то и дело получал отказ под разными предлогами. Не получив желаемого в очередной раз, мужчина решил, что называется, сжечь все мосты. Молодой человек обещал мне характеристику написать. Когда пришел, посмотрел, видимо, не понравилось, что я громко сказал, еще что-то. Так сказал, что характеристики. То есть вы целенаправленно подошли, да? Да. Свою вину обвиняемый полностью признал. Он также согласился возместить причиненный ущерб. Пожар уничтожил мебель и технику полицейских. Ущерб составил порядка 600 тысяч рублей. В итоге суд признал мужчину виновным и отправил Андрея Усачева в колонию строгого режима на 3 года. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.